28 августа 2019 года в Кыргызстане была основана Ассоциация развития агропромышленного комплекса, объединившая ведущие компании и фермерские хозяйства страны. Когда-то она стартовала с 5 участников, а сейчас выросла в 34 раза и охватывает более 90% крупных перерабатывающих предприятий в сфере АПК, а также фермеров-чемпионов. Представительства расширились в регионах Аша и Таласа. Ассоциация успешно прошла перерегистрацию, получив статус Кыргызской республики и укрепив региональный охват. Мы рады видеть, что наше объединение становится мощным голосом агросектора страны. За 5 лет мы создали не только платформу для защиты интересов аграриев, но и оказали ощутимый вклад в развитие экономики и развитие сельского хозяйства. Ассоциация сегодня – это более 40 тысяч рабочих мест, и ежегодный вклад в бюджет страны от членов ассоциации составляет более 4 миллиардов сомов. За короткое время АПК стала важной частью государственного частного диалога. Она вошла в состав коллегии Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Совет по развитию бизнеса при Жогорку Кеңеше, Инвестиционный совет при Кабинете министров, Совет по продовольственной безопасности, а также участвует в антикоррупционном деловом совете при президенте Кыргызской республики. Кроме того, ассоциация представлена в консультативных структурах Генеральной прокуратуры и ЕАЭС, влияя на формирование стратегических решений в сфере АПК. Совместные инициативы с госорганами и другими ассоциациями укрепляют отрасль, формируют синергию для устойчивого развития. АПК активно работает с профильными министерствами и налоговой службой. Сотрудничество помогло снизить административные барьеры и улучшить налоговое законодательство. К примеру, аграрии сэкономили более 1 миллиарда сомов благодаря налоговым реформам. Поправки в агрозаконы облегчили жизнь тысячам производителей. Шындыгында, урматтуу депутаттар, Данияр Эрмекович, биз салык кодексинде мына жумуш топко кирдик. Жакшы нерселер бар, биз колдойбуз. Рахмат. За 5 лет АПК стала ключевым мостом между государством и бизнесом. Приняты поправки в закон о внутренней торговле, ограничившие ретро-бонусы и сократившие сроки оплаты. Это повысило конкурентоспособность отечественных производителей. Только члены ассоциации за 9 месяцев 2023 года сэкономили более 100 миллионов сомов в рамках изменений в закон о внутренней торговле. АПК добилась освобождения от ряда налогов и НДС, упростила доступ к рынкам, оптимизированы налоги, внедрен статус сельхоззаготовителя с льготными ставками, упростился возврат НДС, отменяется лицензирование подземных вод для сельхознужд. Президентом подписан закон о внесении изменений в налоговый кодекс Кыргызской республики, предусматривающий освобождение от 80% НДС при реализации сельхозпродукции в торговых сетях и отмену бонуса за отпор подземных вод для сельхознужд. Эти изменения стали возможны благодаря инициативе и активной работе Ассоциации развития агропромышленного комплекса Кыргызской республики. Сидит тот парень, Рустам, да? Он ассоциация отечественных предпринимателей. Вот когда налоговый кодекс рассматривается, если в неделю 7 дней, то он 7 дней подряд бывает там. То есть я это к чему говорю, это очень важно. Это очень важно. Это суббота-воскресенье он приходит и все время защищает интересы своих предпринимателей. АПК продолжает создавать условия для устойчивого роста, поддерживая фермеров и экономику страны. Она участвует в обсуждениях в Жогорку Кеңеше, помогая принять решения, которые развивают отрасль. Сиздердин ар бир мына ушул жерде отурган депутаттарга мен ыраазычылык билдирет элем ата мекендик өнүрүүчүлөрдүн колдоп бергениңиздер үчүн. В 2024 году дирекция организовала поездки в Волжскую, Баткенскую и Джалалабадскую области для укрепления связей с местными предприятиями и фермерами. А в рамках указа президента о развитии АПК ассоциация предложила меры по льготному кредитованию, поддержке экономически важных агропромышленных предприятий, стимулированию кооперации фермерских хозяйств и увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции. Особую роль в продвижении этих мер сыграл заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской республики, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Турабаев, который по итогам агродиалога в Бишкеке и Аше донес до президента запросы фермеров и переработчиков, инициировав ключевые меры поддержки.
За последние 5 лет ассоциация провела десятки мероприятий, включая форум «Зеленая экономика-2021», форум по обсуждению национальной концепции по снижению пестицидов и саммит «Агробизнес» в Центральной Азии. В 2023 году совместно с Министерством сельского хозяйства организована международная выставка «Форум Агроэкспо-2023» с участием более 40 компаний и 1500 гостей. 16 августа 2024 года по инициативе ассоциации 18 отраслевых ассоциаций подписали хартию АПК Кыргызской Республики «Основа продбезопасности страны», создав Агроальянс, а 15 ноября они закрепили свои обязательства меморандумами. Международное сотрудничество расширяется. Участие в выставках в Германии, Великобритании, Узбекистане, Казахстане, Китае привело к новым контрактам и партнерствам. Уже 2 года АПК сотрудничает с немецкой ассоциацией DLG. Делегация приняла участие в Агротехника-2023 и Евротиер-2024. Заключены контракты на 7 миллионов евро. Ассоциация стала почетным членом DLG AgriLeaders Club. А встречи исполнительного директора и членов делегации с руководством DLG открыли путь к инновационным проектам. Стоит отметить, что в 2025 году был заключен меморандум с крупной национальной ассоциацией работодателей и промышленников Венгрии о взаимопонимании и сотрудничестве. АПК поддерживает экспорт, организуя деловые поездки для членов в Китай. В 2023-2024 годах более 30 компаний бесплатно посетили китайские выставки, открыв новые рынки. Важным шагом стало строительство надзорного склада в Китае силами компании Байдыкан, что значительно улучшит доступ к международным рынкам. Подписаны меморандумы с китайской таможенной службой и компаниями для инновационного развития отечественного АПК. Деятельность ассоциации в последние пару лет заслуженно отмечается высшими государственными наградами, такими как медаль Данг, почетное звание «Заслуженный предприниматель Кыргызской Республики» и другие, что подтверждает ее вклад в развитие агропромышленного комплекса страны. Она активно работает со СМИ, выступая экспертом и надежным источником информации. А у более 50 членов ассоциации имеются деловые паспорта, упрощающие контакты и продвижение отечественной продукции на международных рынках. Ассоциация активно организует мероприятия под эгидой Агроклаб АПК. Эти встречи создают уникальные возможности для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов отрасли и укрепления профессиональных связей, объединяя участников для поиска новых решений и стратегий развития. И это только начало. Мы будем двигаться дальше, чтобы сделать Кыргызстан аграрным лидером региона. Мы уверены, что при поддержке президента, парламента, кабинета министров, профильных министерств и самих производителей мы продолжим развивать агропромышленный комплекс Кыргызстана, создавая устойчивое будущее для наших фермеров и переработчиков. За каждым успехом стоят люди. Ассоциация благодарит своих сотрудников, членов и партнеров за вклад в общее дело. Вместе мы создаем сильное будущее для Кыргызстана.